Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Ни о чем не спрашивайте. Песочек все расскажет сам, что вам именно сегодня, именно в этот день, в этот час, когда вы открыли это видео, нужно узнать и услышать. Доверьтесь потоку, доверьтесь Вселенной, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы дают мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас Ух ты! А вы что-то решили, либо вы что-то придумали? Какая-то идея и задумка. Вы знаете, вам с неба высшие силы добро дают. И еще, видите, ангела посылают. Вот видите эту птичку? Вот она, ангел. Вам посылают, чтобы задуманное у вас получилось, чтобы задуманное у вас исполнилось. А вы эту идею прям уже в руках держите. Да? Вот вы ее вынашивали, разрабатывали, придумывали, принимали решения. Кому-то очень тяжело это все далось. Смотрите, задуманное точно исполнится. Вам дают на это добро. Еще и хранителя вам посылают, чтобы никто и ничто не помешал. К сожалению, у вас есть недоброжелатели и завистников, я вижу, очень много. Вот поэтому вам этого ангела-хранителя и посылают, чтобы задуманное у вас исполнилось. А особенно, если вы задумали что-то связанное с работой, с зарабатыванием денег, с собственным делом, с каким-то вот, как сказать, да, вот где работать надо, да, где вы что-то делаете, во что-то вкладываетесь. Вот прям 100%, да. И также вот если личной жизни касается, вот личное что-то, да, для себя, для сердца, для жизни, для будущего, вот там тоже будут беречь, оберегать и всех недоброжелателей, и все помехи от вас отгонять. Так что не теряйте время. То, что задуманное, берите и исполняйте, выполняйте, реализуйте. Высшие силы на вашей стороне. Вам дали зеленый свет, еще и хранителя послали. Смотрите, как в тему я выбрала сегодня цвет песка. Да? Дали зеленый свет, на зеленом песке вам эта информация пришла. Да, добиться, достичь. Вам это по судьбе, и высшие силы со своей стороны вот помогут, чем смогут. А силы у них не ограничены, поэтому всесторонняя помощь и поддержка вам будет идти. Даже когда не будет получаться, даже когда вам вот, такие мысли будут, да, что не получается, брошу, будут идти знаки, будут идти помощники, подсказчики, советчики, удобные, приятные обстоятельства для того, чтобы вы продолжали. И я вижу, что вы дело это и начнете, и завершите. Причем оно для вас большим-большим успехом обернется. Может быть, немножко больше времени, вот чем вы там предполагали, либо сами себе даете. Но тем не менее, успеха вам по судьбе в этом деле, в этой задумке достигнуть. Прям 100%. Дальше вижу человека, которому не удается работу найти. И что бы вы ни делали, вы уже согласны на любую работу, за любые деньги, да, вот лишь бы работать, а не получается. Все равно какой-то отворот-поворот, как будто бы вас, не знаю, прокляли, на вас поделали, и вы уже не знаете, что думать, что делать. У кого-то даже была вот недавно ситуация, что вроде все, там договорились, вас берут, а потом раз и что-то поменялось резко, раз и передумали, раз и что-то другое произошло. Вам тут буквально хотят как достучаться до вас и сказать, что, во-первых, вы себя сильно недооцениваете, а во-вторых, у вас работа по судьбе идет. По судьбе, причем не абы какая работа, а работа очень-таки достойная. Работа, вот где вы на своем месте свое дело делаете. И еще я вижу, что вы какой-то вклад должны внести в ту работу, которой будете заниматься. То есть это все не просто так. Не просто так с вами происходит эта ситуация. В судьбе горит работа.
И эта работа, вам как ее дождаться надо. Я понимаю, что вам тяжело, что кушать хочется сейчас, дети, долги, кредиты надо платить, коммуналку надо платить, одеваться во что-то надо. Но вот говорят вам, что дождись. Дождись, и ты ни о чем не пожалеешь, и ты поймешь, почему ты ждала. Вам там объяснять. Может, какой-то человек должен уволиться, либо какое-то рабочее место, дополнительная вакансия должна открыться. Смотрите, когда ваше время придет, все сложится так, что вы вот без труда устроитесь на эту работу. Ну, вплоть до того, что вас разыщут, позовут и, не знаю, за руки, за ноги приведут. Вот иди работай, вот твое рабочее место, иди работай. Вообще никаких проблем не будет. Но просто надо дождаться. Ждать уже недолго, потому что у нас события, ну, тут шаг где-то 2-3 недели, ну, 2-3 месяца еще может быть. Но больше мне идет, что 2-3 недели, потому что вот он корень, а вот этот фрагмент с работой связан. Ну, вот такая судьба, вот такая жизнь. Как бы вы ни форсировали события, как бы вы ни подгоняли, все равно не подгоните. Вот именно нужно дождаться определенного рабочего места в определенной компании, либо на определенном предприятии. И никак по-другому. Видите, там вам цветочек предлагают, еще и тюльпан. Тюльпан — это прям не цветок, а бомба. Пушка-петарда, понимаете, вы точно обо всем забудете. И все эти трудности в сегодняшнем дне покажутся вам ну, просто смехотворными, ерундой. И вы скажете, да, вот такую работу можно было и дольше ждать. Да, вот прям как-то идеально все тут сложится. Так, еще... Люди ссорятся, люди делят что-то. Какая-то дележка мне идет, ссора, дележка. Может, притирка еще быть, да, не дележка, а притирка. Кажется, что вас не любят, и вам даже может казаться, что вы поспешили с выбором, и что вы в человеке ошиблись. Но на самом деле, как говорят, милые бранятся, только тешатся. Сейчас вы как будто бы какую-то иерархию устанавливаете в ваших отношениях. И то, что с вами сейчас происходит, во-первых, вас раскрывают друг перед другом, вы перестаете, там, не знаю, притворяться, стесняться, казаться лучше, чем есть на самом деле. Через эти ссоры открывается истинность вашей любви. Через эти конфликты вы друг друга лучше узнаете, больше друг другу будете доверять и, как сказать, роднее, что ли, становитесь. Роднее. Да, звучит, конечно, странно, конечно, путь такой через ссоры выбран, но, скорее всего, вы такие люди с таким темпераментом, что у вас именно так это складывается. Какими бы страшными, сильными ссоры ваши ни были, вы все равно никуда друг друга не денетесь. Вы друг другу судьбой данные, Богом данные. Но куда вам деться друг от друга? Вы вместе будете. Пройдя сквозь эти терни, вы в райских кущах окажетесь. Вот помяните мое слово. У вас именно через конфликты и ссоры идет возвышение ваших отношений и идет, как сказать, взаимопроникновение, прорастание в жизни и судьбы друг друга. И еще я вижу, что здесь какие-то знамения вам будут. И мужчине, и вам. Может быть, через сны, может быть, наяву. Но вот что-то, что вам конкретно, да, друг на друга глаза откроет. Ничего не бойтесь, знайте, что это все во благо. Да, у вашей любви, возможно, есть там недоброжелатели, есть те, кто завидует, есть те, кто хотел бы вас разлучить, но у этих людей очень короткие руки, и у этих людей нет возможности вас разлучить, потому что высшие силы соединили. То, что соединили небеса, ни один человек разрушить не может. Ну, могут попытаться, конечно, но не разрушат. Вот и все, вот и все. Вы ругаетесь, вы друг друга так узнаете, и вот иерархия выстраивается. Почему-то мне вот кажется, что у вас должны быть такие отношения, что кто-то один прям безусловно главный, а второй как бы при нем. Но опять же, между вами любовь. Может, женщина должна стать, может, мужчина должен стать, но оба с такими достаточно перчеными характерами. Поэтому и ссоры происходят. Так, еще показывает человека. Красивый человек, красиво одевается, такой модный, стильный, пахнет хорошо. Ну а внутри там труха, там опилки, там гной. Просто вот мрак и смрад у этого человека внутри. Не обманите себя.
то, что внешне кажется очень привлекательным и таким прям, ну, волнующим, зовущим, да, притягательным, внутри окажется очень и очень мерзким и противным на вкус. Человек, зная свои особенности, очень мастерски играет роль. Ну вот, если вы мужчина, то это, скорее всего, женщина, которая пытается вас соблазнить, там, увести из семьи, либо, ну, переманить в свои отношения. Почему? Потому что вы очень ресурсный человек, потому что вы очень добрый человек, потому что человек, ну, вот тот, кто вас пытается к себе приклеить, привязать, хочет, ну, паразитировать, да, паразитировать. Может, у вас квартира есть, может, у вас там работа хорошая, деньги водятся. А этот человек хочет паразитировать, хочет как впустить в вас свои корни и разрастись внутри вас, да, вот питаться вашим, тянуть ваши силы, вот все ваше тянуть. Поэтому человек так и старается. Но с другой стороны, я также вижу, что у вас есть сомнения, и эти сомнения не с каждым днем становятся все сильнее и сильнее. То есть, скорее всего, это ваша интуиция, ваш внутренний голос, который вас, ну, просто отговаривает, говорит: ну посмотри, да, ну так не бывает. На все согласна, либо на все согласен, вот как услужливый, улыбчивый, там, да, вот какие-то такие сладкие, приторные вещи, которые ваша интуиция воспринимает как действительно игру. Ну, воспринимает, как оно и есть. Да? Человек носит маску, человек играет, хочет на вас паразитировать. То есть не обольщайтесь и не спешите в такие отношения. Мне почему-то еще кажется, что это как любовник, да, любовница. Хотят вас выдернуть из семьи, либо выдернуть из хороших отношений, либо, в принципе, да, у вас нет отношений, человек хочет привязать вас к себе, чтобы на вас паразитировать. Слишком сладко, слишком приторно, слишком все идеально, понимаете? Это же уже должно настораживать. Будьте поаккуратнее, слушайте свою интуицию, слушайте внутренний голос. И пусть истинное проявится, а пусть мнимое уйдет, рассыпется, чтобы вот эти чары. Может быть, человек себе заговорил, да? Может быть, вы как видите в мороке, через морок видите, и вам кажется, что этот человек идеальный. На самом деле там ничего идеального нет. Бывает такое, бывает, да. Так, еще любители мелочь собирать есть у меня здесь для вас. Назидание идет, не ругаться. Ну, тут информация важная и полезная. Вот кто любит мелочь собирать, вы понимаете, что нельзя этого делать. Мелкие деньги – это слезы, это беды, это неприятности. Ну вот да, возможно, у вас экономическая составляющая жизни достаточно плачевна. И для вас эти монеты, которые вы можете где-то находить, собирать, подбирать, они для вас как действительно вот маленькая палочка-выручалочка. Но с другой стороны, эти монеты не приносят вам счастья, они наоборот начинают разрушать вашу жизнь. Вот мне идет, что вы собираете. Собираете вот даже вплоть до того, что иногда мелочь может высыпаться там, из кармана, допустим. Да, из кармана высыпается, и она прям в разные как уголки забивается, там, под кровать, под диван, там, под шкафчик, и вы начинаете ее туда выковыривать. Когда мелочь высыпается из кармана, это духи откуп берут. Откуп, что плохое не случилось. То есть вы откупаетесь от чего-то негативного. Но когда вы начинаете это собирать, вы наоборот это и ускоряете, и притягиваете в свою жизнь. Я уж не говорю о том, что вы где-то на улице идете и увидели мелочь рассыпанную. И вы такая: денежка, да, и начинаете ее собирать. Вы собираете чьи-то слезы, чьи-то беды, чьи-то неудачи. Но вот логически подумайте, да, если у человека все в жизни хорошо, то у него не будет потерь, даже мелочь у него не потеряется. А вы ее собираете. И я уж не говорю о том, что люди могут делать откупы на мелочь, выбрасывать их на перекрестках, да, это откупы и эти переклады еще могут быть. И вообще что-то страшное может случиться. Это плохая привычка, это дурная привычка. Откажитесь от этого. Вам это вредит, вот. И еще деньги никому не меняйте. Вот мне идет, что вы кому-то деньги меняете. Когда вы кому-то меняете деньги, я не говорю про кассу там, этого банка, я не говорю про там, магазин, хотя в магазине тоже может быть. Я говорю, что вот приходит соседка и говорит: ой, разменяй, у меня сумма крупная, разменяй.
она на эту деньгу, на эту одну бумажку крупную может что-то наговорить, либо это порченные деньги, либо, опять же, это переклад идет, а вы разменяли, да, себе этот переклад забрали, себе эту порчу забрали, значит, ваша соседка счастливая, довольная пошла проживать свою лучшую жизнь, а у вас прям беды, как из рога изобилия. Вот не надо этого делать, не надо, не надо. Мелочь, менять деньги, собирать деньги, откажитесь, и вы увидите, как жизнь ваша будет меняться, как будет плохое уходить, а хорошее, наоборот, прибавляться. Так, еще родные люди ссорятся. Ну, очень похожи родители, дети, братья, сестры. Просто сестры, просто братья. Кому-то очень и очень хочется, чтобы вы ссорились, кому-то хочется, чтобы вы становились слабее. Потому что если в семье, в роду есть связь, дружба, хорошие отношения, то вы друг друга по родовым системам, вы друг друга подпитываете. И опять же, защита становится сильнее. Но когда у вас ссоры с близкими родными людьми, вы себя этой родовой защиты лишаете. И также ваши родственники лишаются этой защиты. Всегда можно найти компромисс. Вернее, нужно всегда находить компромисс. Не надо ругаться, если вы в ссоре, ищите пути к тому, чтобы помириться, к тому, чтобы улучшить отношения с вашими родными людьми. Поверьте, это тоже пойдет вам во благо. Поверьте, от этого жизнь ваша будет только крепче и лучше. И ну, все бывает, да, бывает плохое настроение, бывает, вам не понравилось чье-то действие, чье-то высказывание. Все можно проговорить, ссориться, ругаться не надо. Если вас подталкивают к конфликту, ну, допустим, да, там муж может подталкивать жену к конфликту с мамой, либо с братьями, сестрами, значит, ему это выгодно, понимаете, это выгодно оторвать вас от вашей семьи, оторвать вас от вашего рода. Не надо ни с кем ругаться, будьте со всеми в хороших отношениях. А если ссора уже произошла, ищите пути на то, чтобы помириться, примириться, договориться. Тем более я вижу, что ваш родственник тоже очень сильно сожалеет о том, что ссора произошла, и тоже очень хочет восстановить отношения. Так, еще песок показывает желание вам навредить. Желание исходит от женщины. У этой женщины ну, что-то не в порядке. Не в порядке, например, в личной жизни, не в порядке с деньгами, не в порядке со здоровьем. Ей очень хочется вам навредить, потому что она считает, что вы виновник, либо виновница ее бед. Она в каком-то черном неведении находится, либо как подставили вас, ей наговорили против вас, и она поверила в это. Либо ну, она сама вас для себя обвинила там, по незнанию, по непониманию, там, ей показалось, и она вот решила, что вы в чем-то виноваты. Песок предупреждает, что эта женщина будет пытаться ну, вам навредить. Навредить ну, через какую-то порчу мне идет. Вот именно предупреждение, что вам что-то могут подложить, подкинуть, подарить, отдать. Ну, чтобы вы вот как в дар приняли, да, вместе с вещью вы принимаете на себя порчу. Вам до конца этого месяца не стоит ни от какой женщины ничего брать, что бы это ни было. Просто не берите под любыми предлогами. Кстати, на еду тоже могут делать. Там, на угощения, на конфеты, на яблоки, на что угодно могут делать. Ничего не берите. Тут, знаете, не надо есть. Тут достаточно просто взять. И вы уже на себя взяли порчу. До конца месяца очень важно ничего не брать. Если что-то находите, руками не брать. Вплоть до того, что порча вам адресована, да, вот если есть кто-то рядом, кто ну, не побоится, да, может быть, человек там в перчатках резиновых, там плотных, и то не руками, а на, например, что-то на предмет, там, не знаю, на совок веником, да, вот сметет. Ничего не брать, ничего не брать. До конца месяца эта женщина придет в себя. До конца месяца этой женщине откроется, что вы ни при чем, что вы не причастны к ее бедам, что это вообще не ваша вина. Она, конечно же, потом пожалеет, да, что она вот против вас думала. И, конечно, она еще может прийти и сама во всем признаться и попросить у вас прощения. Но если порча будет сделана, то отменить ее будет крайне сложно. Опять же, если вы порчу отменяете, то идет откат. Откат на того, кто делал. Да, эта женщина потом еще сама пострадает. Лучше ничего не брать. Вот такое предупреждение. Мужчина и женщина одинаково. Ничего не брать. Особенно от бывшей либо бывшего. Ничего не берите. Потому что запросто могут сделать.
Так, а вот здесь показывает, что вам нужно, нужно к какому-то человеку повнимательнее быть, присмотреться к какому-то человеку. Рядом с вами есть тот, кто может вам либо помочь решить вашу проблему, либо тот, кто может стать частью вашей жизни. То есть, допустим, вы женщина, либо мужчина, который хочет наладить свою личную жизнь, и вы ищете свою любовь там на сайтах знакомств, но не замечаете, что человек по судьбе уже рядом с вами находится и уже на вас, ну, грубо говоря, влюбленным взглядом смотрит. Зачем вам какие-то чужие люди с сайта знакомств, непонятные и вообще там, да, все очень непрозрачно, мутно. Уже есть рядом с вами этот человек. Либо у вас есть проблема, вы не знаете, как к ней подступиться. Вы молчите о своей проблеме, вы стесняетесь того, что у вас есть проблема, а вы решить ее не можете. И вы там, знаете, с кем-то консультируетесь, платите деньги за консультацию, вы там ходите больной, да, больная, да, не знаете, что предпринять. Но есть в вашем окружении человек, который может легко и быстро решить вашу проблему. Нужно проблему свою озвучить, и человек даже вплоть до того, что сам вызовется вам помочь. Да, все решится, и все решится достаточно благополучно, быстро и комфортно для вас. И не за все деньги мира, а возможно вообще бесплатно человек для вас это сделает. Но вот есть такое. Так, еще вас предупреждают о каком-то надвигающемся празднике, где будет много разных людей, и, я так понимаю, много незнакомых людей, либо мало знакомых людей. Вы туда не хотите идти, либо не в чем, либо некогда, либо в принципе не хотите с незнакомыми людьми. Песок говорит, что идти надо, потому что там 2 человека поцелуют вам руку. Пользу принесут, ухаживать за вами станут. Да? У кого-то это личной жизни касается, у кого-то это типа взаимодействие, помощь, нужные контакты. Идите, обязательно идите и блистайте. Что бы вы ни одели, вы будете блистать. Главное, хорошее настроение с собой из дома возьмите. И еще я вижу, что вы на этом мероприятии как-то возвыситесь. Не могу сказать конкретно как, но вы точно возвыситесь. Вам нужно идти, не отказывайтесь, не отказывайтесь, обязательно идите. Потому что если вы пойдете, вы сами себя за это будете благодарить, да, что все-таки я пошла, как хорошо все случилось. А если не пойдете, вы важное упустите в своей жизни. А следующий такой момент может быть очень и очень не скоро. Да, вам нужно туда идти. Так, еще ключ. Ключ есть, а замка этой замочной скважины нет. Вы сначала получите ответ, а потом только лишь у вас возникнет вопрос. Как-то наперед информацию получаете. Наперед. Может быть, вы даже получите что-то как инструкция, как туториал, как руководство к действию. Не поймете, зачем и почему, но никуда не девайте эти инструкции, отложите куда-нибудь, припрячьте. Этот замочная скважина, либо замок появится позже. Сначала получаете ответ, а потом как вопрос появляется. Да, вот такой момент. Еще говорят, что вам учиться нужно. Учиться, причем учиться как можно больше и как можно скорее. Чему учиться, я не могу сказать, но, скорее всего, вы понимаете, о чем речь, кому адресовано это предсказание. Знания за спиной не носить, поэтому нужно учиться и учиться уже сейчас. Но кроме вас никто не сможет за вас поучиться, правильно? А знания вам идти и пригодятся и в продвижении, и в каком-то решении, в каких-то действиях. Вообще это очень полезно для вас учиться. Вообще для мозга это очень полезно, как зарядка для мозга учиться. Давайте, берите, приступайте, начинайте, конечно, по мере своих сил, но уже надо этим заниматься, иначе вам может времени не хватить. Иначе потом можете пожалеть, что вы просто так время потратили и ничему не научились. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.